На прошлой неделе депутаты парламента Абхазии в первом чтении проголосовали за законопроект о Красной книге Республики Абхазия. Проект был подготовлен учеными и был вызван тем, что Абхазия представляет собой уголок, где уникальные природные условия, при которых произрастают эндемичные растения. В одном только Бзыбском ущелье 70 видов растений, которые нигде больше не растут. Уже давно в институте разрабатываются основы для Красной книги, и потому на сегодняшний день уже готов как и список, так и характеристика тех или иных видов растений, которые должны войти в Красную книгу. А при разработке структуры Красной книги, естественно, мы будем опираться на опыт соседних стран, международный опыт, куда включим всю информацию, чтобы иметь полноту информации о каждом виде. Как рассказал Савелий Читанава, после составления списков ученые подготовят описание к каждому виду флоры и фауны, указав ботаническое или зоологическое описание, критерии редкости, ареал распространения и лимитирующие факторы. Предварительно в Красную книгу Абхазии войдут около 400 видов растений, включая все эндемики. Флора республики включает 2190 видов растений, 83 из которых редчайшие экземпляры. В Абхазии обитает свыше 440 видов позвоночных, что составляет 1% мировой фауны. Для того, чтобы книга представляла какой-то научный интерес, мы бы хотели бы ввести и абхазские названия растений. На многих видов эти названия сохранились, есть. А еще на очень многие виды их нет. Ну, здесь я думаю, что мы найдем компромисс между учеными, исследователями и с этнографами нашими тоже. Книга планируется издать на одном языке, на русском языке. С периодичностью в 10 лет издаются эти книги. За 10 лет может произойти различные явления в том плане, что одни растения могут исчезнуть, а другие из разряда редких исчезающих перевести в разряд просто нуждающихся в охране. Красный цвет книги запрещающий. Это сигнал тревоги и опасности, которые нам подают животные и растения. Книгу назвали именно так, чтобы привлечь внимание людей и попробовать остановить варварское уничтожение окружающего мира. Рената Шакая, Саида Гухова, Абхазское телевидение.